Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам хурматлы ватандашлар! Мы все живем в диктаторской стране. Мы живем в стране, где все принадлежит семейству Бердымухамедовых. Когда умер Ниязов, я так радовалась его смерти, что не могла скрыть своих эмоций, потому что я точно знала, что все, пришел конец Ниязова, и мой муж выйдет. Для нашей семьи это было счастье. Я даже сейчас помню запах воздуха, когда я узнала об этом. И сразу мы узнали, что приходит Бердымухамедов. Честно, я была расстроена, но чувство радости, что выйдет Гильды, все перекрывало. 9 января 2007 года Харамдах Бердымухамедов стал сносить нашу конюшню. Чувство обреченности и зла нахлынули на меня, но мысль, что Гильды выйдет, вселяла мне надежду. В 2007 году пришел Харамдах Бердымухамедов. Когда пришел Бердымухамедов, Гильды вышел из тюрьмы, и мы стали продолжать свою работу. Но он стал преследовать меня. Он не смог смириться с тем, что женщины могли отстоять свои права, и что я со своей семьей смогли спасти Гильды и сохранить поголовье. Да, мы сохранили 100 голов ахалтекинских лошадей. Вы не представляете, какая это адская работа, но мы справились с этим. И Харамдах Бердымухамедов начал с того свое правление, что стал сносить нашу конюшню. Мы все живем в диктаторской стране. Мы живем в стране, где все принадлежит семейству Бердымухамедова. Все принадлежит этому клану. Люди, женщины, а я обращаюсь к женщинам. Если мы с вами не изменим, если мы с вами не вернем права нашему народу, наши дети так и будут жить в рабском состоянии страха. Мы должны перестать бояться, и мы должны бороться за себя. Никто нам просто так ничего не даст, и никто нам ничем не поможет. Это говорит вам человек, женщина, которая сама прошла через жернова диктатуры. Говорит вам женщина, которая боролась и не боялась, боролась каждый день и каждую секунду, которая готова была пожертвовать своей жизнью ради спасения своего мужа. Они хотели убить Гильды, его для этого и сажали. Но я со своей семьей, со своей мамой, сестрами и нашими детьми смогли спасти Гильды и вырваться из огненной диктаторской пасти. Я знаю Гильды Кяризова и горжусь сыном туркменского народа. Бердымухамедов отнял у каждого гражданина не только возможность работать, но и жизни миллионов людей. Наш народ просто умирает, и все молчат. Никто не называет цифры наших погибших граждан от коронавируса. Я со своей семьей и нашей командой на протяжении этих 2 лет помогали спасать людей. Мы 24 часа в сутки на связи, и нам люди звонят, и мы как можем стараемся помочь. Но так продолжаться не может. Мы должны встать и дать свой голос. Мы не хотим, чтобы нами управляло семейство Бердымухамедовых. Мы не даем им права убивать нас. Мы не дадим им права решать нашу судьбу за нас. Мы не дадим им права отбирать наши жизни. Мы будем бороться с этой диктатурой и с кланом Бердымухамедова. Я знаю Гильды Кяризова и знаю, что народ верит ему, и, сплотившись вокруг него вместе, смогут защитить и спасти будущее Туркменистана. Все знают, что это никакие не выборы, все это одна фальсификация и один большой спектакль, где актерами выступает уже весь народ. Этому клану Бердымухамедова это нужно для того, чтобы показать мировому сообществу. Мы вступаем в новое время, и мы боремся с этой диктатурой. В этой стране даже нет права на жизнь. Эта семейка решает. Это Бердымухамедов сказал, что нет коронавируса. Это он решает, кому жить, а кому умереть. Это Бердымухамедов решает, кто будет сидеть в тюрьме, а кто там умрет. Это он решает,
кому учиться и кому лечиться. До каких пор мы будем молчать и бояться? До каких пор мы будем это все ему позволять? Кто он такой, чтобы отнимать у нас наши права? Почему мы должны терпеть его сына? Я против! Я гражданка Туркменистана, и я против него. Я презираю их за те миллионы жизней, которым они не дали жить. Я презираю это семейство, которое изгнало своих граждан из страны. Ровно 12 лет тому назад, в ночь с 11 марта на 12, по-туркменски это одно мюче, по твоему приказу, Бердымухамедов, меня с гильды продержали всю ночь в Генеральной прокуратуре и завели на меня уголовное дело, отняв лошадей. Ты забыл дату, когда ты назначал дату избрания своего сына? Я тебе напоминаю, Харамдак Бердымухамедов, это начало твоего краха. Как бы вы ни пытались меня запугать, я вам не дала права решать мою судьбу и судьбу моих детей и моей семьи. Я буду бороться, чтобы ваш Тухум не ограничивал права туркменского народа. Я буду бороться за права нашего народа. Мы должны сплотиться вокруг Гильды Кяризова, и мы должны победить эту диктатуру. Народ имеет право. Халкын хакы var.